Изначально идеей улучшить санитарное и экологическое состояние реки Сакмар выступил постоянный читатель региональной газеты «Атайсал» Файзрахман Усманов. В последующем эта идея нашла поддержку в редакции печатного издания и была включена в повестку дня Всероссийской научно-практической конференции «Башкортостан. Территория роста. Предпринимательство, экология, язык и культура», которая прошла в марте этого года в стенах Сибайского института БГУ. Идею подхватили на уровне глав и общественности Абзелиловского, Баймакского, Зилаирского и Хайбулинского районов, Министерства природопользования и экологии республики. В очистке реки Сакмар и ее притоков от мусора были задействованы 18 сельских поселений, около 100 населенных пунктов. Данная акция «Чистая Сакмара» является очень важным инструментом, во-первых, в экологическом воспитании. В ней принимали участие от мала до велика все населенные пункты всех наших зауральских районов приняли активное участие. Было вывезено очень много, собрано на территории побережья Сакмары мусора. Увы, это наш мусор, мы же сами это делаем. И такую акцию нужно проводить, на наш взгляд, ежегодно, нужно продолжать и расширять территорию. Наша акция прозвучала не только на районах Зауралья, но и на всю республику. Многие, наверное, читали газеты, Яшлык и все прочие, где были отражены данные мероприятия. Наше мнение, что акцию нужно продолжать из года в год. Участников акции поздравил заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Филюс Яхин. Также он вручил муниципалитетам благодарственные письма Министерству природопользования и экологии Республики Башкортостан за активное содействие в организации проведения акции «Чистый Сакмар», посвященной Году экологии в России и Году экологии особо охраняемых территорий Республики Башкортостан, пропаганде бережного отношения к окружающей среде родного края. За заслуги в области культуры, литературы, журналистики, большой общественной работы, высшей награды Всемирного Курултая-Башкир награжден писатель, главный редактор региональной газеты «Атайсал» Хайдар Тапаков. После всех выступлений, гостей и концертных номеров состоялась церемония передачи эстафеты «Чистый Сакмар». Заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Филюс Яхин и глава Хайбулинского района Раил Ибрагимов вручили гостям из Оренбургской области символы акции, красную книгу и сувениры. Значение очень большое, потому что надо беречь наш, так скажем, главную артерию нашу уральскую от экологических проблем, и потому что на протяжении довольно-таки длительного времени Сакмара являлась не только, так скажем, обеспечивала продовольствием, обеспечение водоснабжения населенных пунктов, которые находятся на берегу этой реки, но также была большой транспортной артерией. Производился лесосплав. Ну вот за последние годы, получается, река начала мелеть. Ну и наша акция будет, так скажем, стартом к дальнейшему восстановлению, возрождению нашей благодатной, нашей благословенной реки. Жители Оренбургской области начали субботники еще до передачи эстафеты. Как сообщают в областной администрации, участниками экологической акции стали около 50 человек. Они привели в порядок прибрежную территорию реки Сакмар. Елена Афанасьева, Глухамитова, Радмир Сингулов, Карпова, телекомпания СТВ.